Это игра «Ума палата». Школьная программа охватывает колоссальный объем знаний. Именно по этой причине на ее освоение отводится 9-11 лет жизни. Помнить абсолютно все, чему учили в школе, невозможно. Однако есть уникумы, которые умудрились сохранить большую часть школьных знаний. Представляю вам их. Согласно результатам четвертьфинала телевикторины «Ума палата», в полуфинальные схватки вышел преподаватель колледжа инфраструктурных технологий СВФУ Эдуард Миронов. Последние результаты Эдуарда – 15 баллов. У ученицы 9 класса школы номер 5 города Якутска Ники Котельницкой – 11 баллов. Предприниматель Наталья Им на четвертьфинал заработала 5 баллов, а инженер-исследователь Ольга Львова – 13. Напомню, что теперь у игроков нет задачи набрать 20 и более очков. Выигрывает тот, кто наберет больше своего оппонента. И сегодня на первую игру полуфинала я приглашаю Эдуарда Миронова и Нику Котельницкую. Эдуард, каков ваш настрой? Пока среди четверки лидеров у вас максимальное количество баллов. У меня настрой скорее боевой. Постараюсь. Эдуард, нам крайне интересно, каким образом вы узнали про нашу телевикторину? Мой коллега, предложил поучаствовать. Алексей Корякин тоже участвовал со мной. В целом для вас это первый опыт участия в подобных играх или раньше вы принимали участие? Нет, это мой первый опыт. Ника, мы, конечно же, вас хвалим, потому что вы единственная школьница, которая добралась до полуфинала в честной схватке. Как вы думаете, у кого больше шансов? У взрослого, который давным-давно закончил школу и наверняка позабыл все, о чем там говорилось, или у школьника, чьи знания на сегодня вполне свежи? Ну, я без понятия, если честно. Потому что если будут вопросы только по школьной программе, то, скорее всего, шансов будет больше у меня. Но опыт показал, что здесь не только по школьной программе вопросы. Принцип полуфинальной игры для вас остается прежним. Вам нужно набрать наибольшее количество очков в течение 2 раундов. Тот, кто заработает больше, тот и выиграл. 3-го раунда для вас не будет. А пока что рядом с вами находится черный ящик. В нем 2 шара красного и синего цветов. Вам необходимо вытянуть шар красного цвета для того, чтобы получить преимущественное право ответа в 1-м раунде. Игроки, приступайте. Синий. Ника, вы будете отвечать первой, верните шары на место, и мы будем начинать. Теперь о правилах. В 1-м раунде вы будете отвечать по очереди в течение 3 минут. Тот, кто заработает большее количество баллов, тот и будет начинать первым во 2-м раунде. В случае равенства баллов будет объявлен дополнительный раунд, правила которого по-прежнему просты. Вы будете отвечать по очереди, без учета времени, до первой ошибки по принципу пенальти. Начинает дополнительный раунд тот, кто имел право преимущества в предыдущем этапе. В общий зачет засчитывается 1 балл в пользу победителя. Итак, мы начинаем. Ника, как назвали телохранители Ивана Грозного? Курбский. Попричники. Эдуард, столица какой страны? Город Лиссабон. Португалия. Верно. Ника, на какой срок мы выбираем президента? 5 лет. На 6 лет. Эдуард, квадрат гипотенузы равен сумме квадратов катетов. Какая-то теорема? Пифагора. Верно. Ника, кто из этих персонажей не является вымышленным? Робин Гуд, Шерлок Холмс, король Артур, мушкетер Д'Артаньян. Король Артур. Д'Артаньян. Эдуард, что нужно добавить в железо, чтобы превратить его в сталь? Углерод. Верно. Ника, кто изобрел компьютер? Пас. Чарльз Бэббидж. Эдуард, какая рыба самая большая на земле? Китовая акула. Верно. Ника, из чего делают манку? Пас. Из пшеницы. Эдуард, какой тип ламп при одинаковом световом потоке потребляет меньше всего электричества? Диодные. Светодиодная, верно. Ника, в каком году началась Первая мировая война? 1914. Верно. Эдуард, какая из этих перечисленных мер длины наименьшая? Сажень, 5, аршин, локоть. 5. Верно. Ника, что изучает энтомология? Насекомых. Верно. Эдуард, кто был последним русским императором? Николай II. Верно. Ника, какой из этих терминов не имеет отношения к музыке? Диез, бикар, пируэт, форте. Пируэт. Верно. Эдуард, рядом с пирамидой Хеопса Гизе расположены еще 2 пирамиды. Как они называются? Пас.
Кефрена Микерина. Ника, посредством чего человеческий мозг коммуницирует с остальными организмами? Нейроны. Нервы. Эдуард, какой орган у человека обрабатывает инсулин? Поджелудочная. Верно. Ника, как звали сыновей Тараса Бульбы? Андрей и... Пас. И Остап. Эдуард, как называется прямая, ограниченная точками? Отрезок. Верно. Ника, если в треугольнике равны два угла, как называется треугольник? Равнобедренный. Верно. Эдуард, как называлась галактика, в которой мы живем? Млечный путь. Верно. Ника, к какому жанру относится произведение Николая Гоголя «Мертвые души»? Роман. Поэма. Эдуард, какой из этих островов больше по площади, чем остальные? Куба, Сахалин, Исландия, Мадагаскар. Мадагаскар. Верно. Ника, чему равна сумма квадратов катетов в прямоугольном треугольнике? Сумма квадратов катетов равна... О боже. Сумма квадратов катетов. Гипотенуза в квадрате. Квадрату гипотенузы. Верно. Эдуард, какой газ преобладает в составе воздуха? Азот. Верно. Ника, как звали главного героя в «Золотом теленке»? Бендер, Остап. Остап Бендер. Верно. Эдуард, одним из направлений. Время закончилось. Первый раунд завершен. Общая статистика выглядит следующим образом. Я задал вам 29 вопросов. При этом Ника дала 7 правильных ответов, а Эдуард 12. Ника, как себя ощущаете после игры, после первого раунда? Нормально. Нормально. Да. Как оцените своего соперника? Круто, класс. Что еще могу сказать? Эдуард, какие ваши ощущения? Положительные. Положительные. От чего? От большого количества очков, которые я набрал. 12 – это действительно много. То есть вы преисполнены только положительных эмоций. Да. Угу. От радости победы над школьницей, ученицей 9 класса. Не я выбирал соперника, вы его мне давали. Мне главное соперничество. Это правильный подход. Мы не играем в поддавки, здесь нет деления на гендеры, есть только участник против участника. Ну что же, Эдуард, преимущество сейчас за вами. Вы будете отвечать первым на вопросы второго раунда. Во втором раунде вы будете отвечать до первой ошибки. Это означает, что игрок, дающий всегда правильные ответы, не оставляет оппоненту ни единого шанса. Второй раунд также длится 3 минуты. Итак, второй раунд. Эдуард, почему один из вариантов сицилианской защиты в шахматах назвали вариантом дракона? Пас. Из-за расположения пешек. Ника, чьей истории повествует стихотворение Дмитрия Кедрина «Зодчие». Пас. Постника Яковлева. Эдуард, чем угощена Мальвина Буратино? Варенье. Какао. Ника, какой русский праздник является аналогом католического карнавала? Масленица. Верно. Ника, кому в дар от Гудвина достали среди прочего иголки и булавки? Пас. Страшили. Эдуард, кто из животных смог в мае 1945 года дойти до Берлина вместе с солдатами Красной Армии? Собаки, лошади, верблюды. Давайте собаки. Верблюды, Мишка и Машка. Ника, что такое лобогрейка? Пас. Машина для уборки зерновых. Эдуард, какой роман Фенимор Купер написал на спор с женой? Пас. Предосторожность. Ника, чем развлекался зимой в деревне Евгений Онегин? Писал стихи. Играл в бильярд. Эдуард, кого участвовали славяне в праздник бабьей каши, отмечавшийся во время во второй день после Рождества? Пас. Воевальных бабок. Ника, в честь кого прозвали Женей мамонта, найденного на Таймыре в 2012 году? Пас. В честь школьника. Эдуард, как правильно закончить присказку «Привет от старых»? Пас. Штиблет. Ника, какое значение частоты электрического тока является нормой на территории РФ? 220. 50 Гц. Эдуард, кто первым получил Нобелевскую премию по литературе? Пастернак. Поэт Сюлли Прюдо. Ника, в какой из этих столиц бывших союзных республик раньше появилось метро? Баку, Тбилиси, Ереван, Минск. Минск. Тбилиси. Эдуард, где придумали туалетную бумагу? В Египте. В Китае. Ника, что такое дендриды и трихиты? Это составляющие нервной системы. Узоры на окнах. Эдуард, зачем еж собирает грибы? Это подношение ежихи. Для прикрытия он не собирает грибы, чтобы есть.
Он не собирает грибы. Верно. Эдуард, как называлась парламентская партия конца 17-18 веков, из которой впоследствии сложилась либеральная партия Великобритании? Демократ. Виги. Ника. Каким термином в русском языке обозначают слово, используемое для смягчения выражения? Суффикс. Эвфемизм. Эдуард, как зовут героя повести Тургенева «Ася», от лица которого ведется повествование? Пас. Господин Н.Н. Ника, как обозначается олово в периодической системе Менделеева? Пас. Символы СН. Эдуард, какие клеточные органеллы отвечают за синтез белков? Пас. Рибосомы. Ника, сколько океанов на планете Земля? 5. 5. Это правильный ответ. Время вышло. Второй раунд завершен. Эдуард, как ощущения после второго раунда? Ужасные. От чего же? Ну, вопросы, конечно, не из самых легких были. И какие ваши результаты? Ну, я, кажется, правильно ответил где-то на 2 вопроса. Вы себя перехвалили. Во втором раунде я задал вам 24 вопроса. Ника дала 2 правильных ответа, Эдуард – 1. Если бы вы играли в отборочных играх, выиграла бы Ника. Но сегодня в полуфинале, согласно правилам, на следующий раунд, финальный, проходит именно Эдуард. По общему количеству правильных ответов 13 правильных ответов, у Ники только 9. Ника, с каким ощущением покидаете нашу игру? Ну, ощущения хорошие после игры. Я узнала много нового. Все. Я ради этого сюда и пришла. Да. Узнать новое что-то. Стремление к познаниям – это отличная черта для школьника, для нашего молодого поколения. Мы благодарим вас за игру, поздравляем вас с невероятным успехом дойти так далеко и поиграть преподавателю. Спасибо вам за игру. Мы будем с вами прощаться. Эдуард, мы вас поздравляем с тем, что вы проходите дальше. Спасибо. Это игра «Ума палата». Игра, где можно выиграть 100 тысяч рублей. Что ж, имя одного полуфиналиста стало известно. Интересно, каким образом сложится судьба у остальных участников. Не переключайтесь. Айрон – якутский бренд для победителей. Создаем одежду, в которой сочетаются стиль и комфорт. Спортивная и повседневная одежда на каждый день. Ждем вас на Ленина, 21А. Айрон. Это игра «Ума палата». Когда-то знания школьной программы были для нас невероятно важны. Казалось бы, только познав суть косинусов, можно вырасти большим и умным миллионером. Однако школьные знания улетучиваются быстрее, чем аттестат поедается молью. Сегодняшняя игра – один из редких шансов вспомнить что-нибудь из школьной программы. И этот шанс во второй игре полуфинала я даю предпринимателю Наталье Им и инженеру-исследователю Ольге Львовой. Наталья, каков ваш настрой? В прошлый раз, помнится, вы сокрушались, что вам стыдно играть против школьника. Сегодня не стыдно? Сегодня настрой боевой, и пока не стыдно. Не стыдно за себя или за оппонента себя. вашего? Ага, понятно. Вы сегодня играете с инженером-исследователем Ольгой Львовой. Ольга, расскажите, готовились ли вы к полуфинальным играм? Готовилась. Как? Командой, как обычно. Своя игра, что, где, когда, общие вопросы, общие факты, какая-то вот школьная литература, может быть. Что-то из этого, короче, из общих вопросов. Это весьма похвально. Вас экзаменовали те же самые, кто помогал вам в прошлый раз, или обновились? Да, те же самые ребята из команды по квизу, по играм. И что они говорят, отправляя вас на полуфинальные игры? Без победы не возвращайся. Ага. Если проиграете? Ну ничего, вернусь. Ага. Уже не в другую команду. Да, они будут долго огорчаться. Ну ладно. Принцип полуфинальной игры для вас остается прежним. Вам нужно набрать наибольшее количество правильных ответов в течение 2 раундов. Кто-то заработает больше, тот и выиграл.
третьего раунда для вас не будет. А пока что рядом с вами находится черный ящик. В нем 2 шара красного и синего цветов. Вам необходимо вытянуть по-прежнему шар красного цвета для того, чтобы получить преимущественное право ответа в первом раунде. Игроки, приступайте. Ольга, вы будете отвечать первой, верните шары на место, и мы будем начинать. Теперь о правилах. В первом раунде вы будете отвечать по очереди в течение 3 минут. Тот, кто заработает больше, тот и стартует первым во втором раунде. При равенстве баллов будет объявлен дополнительный раунд, правила которого просты. Вы будете отвечать по очереди до победы в 1 очко по принципу пенальти без учета времени. Начинает дополнительный раунд тот, кто имел право преимущественного ответа в предыдущем этапе. В общий зачет засчитывается 1 балл в пользу победителя. Итак, мы начинаем первый раунд. Ольга, кто автор этих строк? Точки, небесно вечные странники, степи лазурные, цепи жемчужные, мчитесь, вы как будто же я же изгнанники. Лермонтов. Верно. Наталья, победа в шахматной партии. Шах. Мат. Ольга, металлический или пластмассовый колпачок на палец для шитья. Металлический. Наперсток. Наталья, в чем шило не таишь? Не знаю. Пас. В мешке. Ольга, датский писатель-сказочник. Ганс Кристиан Андерсен. Верно. Наталья, как звали сына царя Салтана в сказке Пушкина? Пас. Гвидон. Ольга, что меньше, 40 центнеров или 4 тонны? 4 тонны меньше. Одинаково. Наталья, цветы, собранные в пучок, называются? Букет. Верно. Ольга, плод лещины. Пас. Лесной орех. Наталья, Венера или Меркурий находится ближе к Земле? Венера. Верно. Ольга, что выкрал Прометей у богов? Огонь. Верно. Наталья, как называется плодородный слой Земли? Мантия. Почва. Ольга, продолжите пословицу. Повторение. Мать учения. Верно. Наталья, этот сказочный герой был другом редиски и вишенки. Как его зовут? Чиполлино. Верно. Ольга, сколько звуков в слове воробьиные? 9. 11. Наталья, что измеряет спидометром? Скорость. Верно. Ольга, как в старину назвали глаз? Око. Верно. Наталья, в каком падеже встречаются предлоги «к» и «по»? Предложный. В дательном. Дательном. Ольга, название города, в котором находится падающая башня? Рим. Пиза. Наталья, сказочный мореход, сражавшийся с циклопами? Пас. Синдбад. Ольга, стая каких перелетных птиц обещают снег? Утки. Гуси. Наталья, из чего делают изюм? Виноград. Верно. Ольга, профессия Дуримара. Пас. Аптекарь. Наталья, периметр равностороннего треугольника 36 сантиметров. Вычислите его площадь. — 64. 81. Ольга, назовите имя известного писателя, участника обороны Севастополя. Пас. Лев Толстой. Наталья, по какому телефону вызывают службу газа? Пас. 04. Ольга, из семян какого дерева делают шоколад? Какао дерево. Верно. Наталья, какой прибор не является электрическим? Тостер, сканер или микроскоп? Микроскоп. Верно. Ольга, как звали мужичка, который ведром поймал говорящую рыбу? Емеля. Верно. Наталья, сколько времени будет отсутствовать дома человек, вышедший из дома в полдень, а вернувшийся в полночь? 12. 12. Верно. Ольга, как называется газовая оболочка Земли? Стратосфера. Атмосфера. Наталья, время вышло. Первый раунд завершен. А в течение первого раунда я задал вам 31 вопрос. При этом Наталья дала 7 правильных ответов, Ольга также 7. Объявляется дополнительный раунд. По праву преимущественного ответа в предыдущем первой будет отвечать Ольга. Итак, дополнительный раунд. Ольга, что из списка не является видом женских сумок? Клатч, минадьер, креп, шоппер, сатчел. Креп. Это правильный ответ. Наталья, если вы сейчас ответите неверно, вы проиграете. Козетка – это маленькая розетка с защитой от детей, флиртующая женщина или небольшой диванчик. Небольшой диванчик. Это правильный ответ. Это небольшой диванчик. Ольга, как называются мурашки, которые нередко бегают по нашему телу, например, когда мы получаем удовольствие?
Гусиная кожа. Правильный ответ – фрисон. Наталья, как называется урчание в животе от голода? Не знаю. Правильный ответ – калевубул или иначе борборигмы. Ольга, кто является автором строк «Никто не забыт, ничто не забыто»? Не знаю. Правильный ответ – Ольга Бергольц. Голос блокадного Ленинграда. Наталья, вы поймали карася. Как понять, сколько ему лет? По чешуйкам? Это правильный ответ. По результатам дополнительного раунда преимущество получает Наталья. Она будет отвечать первой на вопросы второго раунда, который также длится 3 минуты. Во втором раунде вы будете отвечать до первой ошибки. Это означает, что игрок, дающий правильные ответы, не оставляет оппоненту ни единого шанса. Итак, второй раунд. Наталья, какой регион является родиной хохломской росписи? Пас. Нижегородская. Ольга, О2 в химии это? Кислород. Верно. Ольга, чему равен квадратный корень из 225? 15. Верно. Ольга, какой металл считается самым твердым? Платина. Хром. Наталья, какое место является самым глубоким на Земле? Марианская впадина. Верно. Наталья, кто является автором этой формулы? Эйнштейн. Верно. Наталья, какие из последних известных вымерших животных жили во время постройки египетских пирамид? Мамонты, динозавры, стегоцефалы, мегалодоны. Стегоцефалы. Мамонты. Ольга, как называют хроническую болезнь, когда поджелудочная железа не вырабатывает достаточное количество инсулина? Диабет. Верно. Ольга, какой город называют Третьим Римом? Константин. Москва. Наталья, сколько струн у классической, электрической и акустической гитары? У классической 6, у электрической. Верно, это правильный ответ. Наталья, как называют самца в пчелиной семье, основная роль которого продолжение рода? Шершень. Трутень. Ольга, в каком году официально и окончательно было отменено рабство в США? 1725. 1865. Наталья, как переводится английское слово knight? Меч. Рыцарь. Ольга, как называется элемент, который отмечен в таблице Менделеева с следующей формулой? Ртуть. Верно. Ольга, сколько всего царств существует в настоящее время в живой природе? 4. Верно. Ольга, к какому отряду относит вид человек разумный? Homo sapiens. Приматы. Наталья, какая гора самая высокая в Солнечной системе? Пас. Олимп на Марсе. Ольга, какая единица измерения силы света? Метров в секунду. Кандела. Наталья, какое из перечисленных ниже событий не относится к периоду смуты? Восстание Болотникова, картофельные бунты, русско-польская война, Семибоярщина. Семибоярщина. Картофельные бунты. Ольга, кто автор стихотворения, которое начинается так: «Я памятник себе воздвиг нерукотворный»? Лермонтов. Это Пушкин. Наталья, отношение противолежащего качества к гипотенузе это? Синус. Верно. Наталья, какая самая полноводная река в России? Лена. Енисей. Ольга, сейчас ровно 8 часов. Сколько будет времени, если поменять часовые и минутные стрелки местами? 12 часов. 11 часов 40 минут. Наталья, назовите имя московского князя, который носил на поясе кожаный мешочек с деньгами. Пас. Иван Калита. Ольга, назовите имя царя, который знал 15 ремесленных специальностей. Иван Грозный. Петр I. Наталья, кто написал сказку «Конек-горбунок»? Пас. Ершов. Ольга, какой материк расположен сразу в 4 полушариях? Африка. Это правильный ответ. Время вышло. Второй раунд завершен. Ольга, какие итоги второго раунда, по вашему мнению? Не знаю, как-то ровно шли опять ощущения. Угу. Наталья? Ну, я думаю, Ольга победила в этом Вы раунде. правы. По результатам второго раунда, в котором я задал 27 вопросов, у Ольги 6 правильных ответов, а у вас, Наталья, 4. Благодаря дополнительному раунду, который дал вам 1 балл, вы заработали всего 12 баллов. Ольга, у вас 13 баллов. Наталья, к сожалению, даже невероятный успех в первом дополнительном раунде и уверенный первый раунд, тем не менее, сегодня мы, к сожалению, будем с вами прощаться.
Не обидно ли вам дойти практически до финала, всего лишь шаг отделял вас от него, и проиграть? Нет, мне не обидно. Игра все равно была интересной. Ну что же, посмотрим, как себя Ольга проявит в следующий раз, а вам мы говорим до свидания. Прощайте. Ольга, какие ваши ощущения после победы на этом этапе? Сейчас ухожу с ощущением, наверное, такого легкого азарта, но и ощущение такого волнения, немного страха, наверное, Страшитесь своего оппонента, который вас ожидает впереди? конечно. Ну что же, посмотрим, что покажет следующая неделя. Идите готовьтесь. До свидания. До свидания. Это игра «Ума палата». Игра, где с помощью ума и эрудиции можно заработать деньги. Что ж, имена финалистов стали известны, имена тех, кто выиграет 100 000 рублей. Не пропустите через неделю.